пятая женщина в мире подвергается к физическому насилию со стороны мужа или близких родственников. Но зачастую женщины в нашей стране молчат о семейных скандалах. Многие терпят насилие из-за материальной зависимости, страха осуждения перед родственниками или же сохранить семью, а некоторые боятся своих насильников. В целях повышения уровня информированности граждан напоминаем, что одной из мер индивидуальной профилактики бытового насилия является защитное предписание. Его основная цель – немедленное обеспечение безопасности потерпевшего при наличии реальной угрозы причинения ему страдания. Вы имеете право написать о необходимости вынести защитное предписание, если ваш близкий человек, то есть супруг, бывший супруг, сожитель или же близкие родственники, оскорбляет и унижает вас, бьет, кричит, угрожает побоями, бьет детей, заставляет вас вступать в половой акт против вашей воли и другие. Защитным предписанием запрещается совершать насилие в семье, вопреки воле потерпевшего, разыскивать, преследовать, посещать, вести устные телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами. Нарушение защитного предписания влечет за собой административную ответственность, установленную статьей 461 Кодекса Республики Казахстан об административном правонарушении. Никто не должен жить в страхе перед человеком, которого любит. Кто это вообще придумал? Бьет, значит любит. Многие ищут причину в себе. Во всем виноваты вы сами. Открою вам правду, действительно причина в вас. Но не в том, что вы виноваты, а в том, что вы забыли свои мечты. Вспомните, кем вы хотели стать. Вы просто хотели любить, оставаться собой, той, кем вы действительно хотели быть. Любите себя, уважайте, не бойтесь, не молчите и помните, вы не одни.